Мне вельмі спадабалася такое сфармуляванне мужчына, які становіцца перад абліччам Бога. Пытанне, калі мужчына становіцца перад абліччам Бога? Як вы думаеце, калі это можа быць? Так, усё жыццё перад абліччам Бога. Ну, если я хрысціянін. Але калі ёсць тая свядомасць, што я станаўлюся перад абліччам Бога. Калі ўзнікае эта свядомасць такая. Так. Бо, напрыклад, глядзіце, у святы Францішак, я буду звяртацца да гісторыі святых, бо яны ўжо ў небе і пражылі сваё жыццё добрату на зямлі. І таму яны для нас з'яўляюцца прыкладамі і нашымі старэйшымі братамі у веры. Святы Францішак, ён выхаваўся ў багатай сям'і і вёў сваё жыццё, хацеў быць рыцарам, ён быў багаты, яго бацька быў купцом, і ў тыя часы з Індыі, з Персіі прывазіліся тканіны ў Італію, і ён гандляваў гэтымі тканінамі. І калі ён дарастаў, ён быў багатым, але не меў титула. І меў вялікую праблему, бо меў грошы, меў знаёмых, маладое жыццё, поўнае энтузіязма і, можа, ней адказнасці. Да моманту, калі ён хацеў быць кімсьці ў обществе, бо хацеў стаць, як здабыць титул, то трэба было альбо стаць рыцарам, альбо жаніцца на кімсь важным, хто мае титул. І у яго ўжо была там партія, у яго ўжо была магчымасць, і ён выбіраецца як рыцар, бо тады Асізі і Перуджія ваявалі, это два гарада, адзін вышэй знаходзіцца, другі у падножжа, ніжэй быў, знаходзіцца да сённяшняга дня, ёсць тыя гарады. І калі яны ваявалі, ён трапіў там у палон, і ён ішоў на эту вайну не для того, каб зашышаць Асізі, ён ішоў для того, каб здабыць титул. Калі ён трапляе ў палон, то ён тады пачынае разумець, пачынае чытаць Святое Пісанне, пачынае разумець глыбіню, што ён не за гэтым прагненнем ішоў, што это шкода губляць сваё жыццё на тое, каб атрымаць толькі титул. Ён вяртаецца да хаты, ён мяняе сваё жыццё, і потым ён уцякае з хаты і у касцёле, который быў у вельмі дрэнным стане святого Дамяна, Сан-Дамяньо, то ён у гэтым касцёле ён чуе голас Хрыста з крыжа, который ёсць до сённяшняга дня называецца францішканскім крыжом, хоць ён не быў францішканскім, ён візантыйскі, але вісеў у гэтым касцёле, і ён чуе голас Хрыста з гэтага крыжа: «Францішку, ідзі і адстрой мой касцёл, адбудуй мой касцёл». І станаўленне яго як мужчыны перад Богам наступіла ў той момент, калі ён стаў перад гэтым крыжом, і быў толькі Бог і ён. Нікаго няма больше. Няма ўжо мараў, няма прагненняў, няма другіх людзей, няма мамы, няма таты, няма сяброў, няма там любімай дзяўчыны, толькі ён і Бог. І это вот станаўленне, калі я стаю без нічога перад Богам. І мужчына становіцца перад Богам, можа станавіцца перад абліччам Бога. Да гэтага могуць быць розныя матывацыі, але першую чаргу, як это было і ў святых, але, напэўна, ў жыцці кожнага з нас, калі я чувствую себя беспомощным. Мне не раз даводзілася размаўляць з бацькамі, якія дзеці знаходзіліся ў цяжкай сітуацыі, ў рэанімацыі, і бацька ўжо ўсё перапробаваў. Уже знайшоў 1000 лекараў, лекарстваў, якія магчымыя былі. Ён беспомощны. Яму не патрэбны ніхто, ён не знае, што рабіць. Ён тады в этой беспомощнасці становіцца перед Богом і гаворыць: «Вот я прыйшоў да цябе. Не маю да кого ісці больш. Я перад табою. Дапамажы мне».
И в этой мужчина, который должен быть опорой, который сильный, который оберегает свою семью, становится как человек, который становится как хлопчиком малым, як дитё малое, і приходить, я без себе нічого не зроблю. Ні. І перед Богом ми не можемо, не треба нам грати мужних, таких великих, так, богатырей, не то, что нынешнее племя, да, богатыри, что, але становление, оно часами наступает тады, коли человек становится такі, які ёсць. В своих обмежеваниях, в своей неидальности, такі, якія ёсць. Я становлюся перед обличчем Бога. І, на жаль, это происходит часто, коли человека докранае вельми тяжкое выпробование, и человек просто уже без надеи, оставляя только одиную надею свою у Богу, что уже нема другого ратунку. И тому мужчина, який становится перед обличчем Бога, это той момент, коли я и Бог остаемся одни. Что уже я не шукаю ратунку у когосьці, я тільки шукаю ратунок у ім. Бо ведаю, што толькі ён моя апошняя надзея, толькі ён мой апошні светач і моя дапамога. І таму гэтае станаўленне перад Богом, знаете, оно такое вельмі інтимнае для кожнага чалавека. Бо чалавек адкрывае у сваім такой горычы часамі, у такой безнадзейнасці, адкрывае все полностью тое, што там есть, не задумваецца. Бо мы можам адзяваць маскі перад Богом, калі бярэм і становімся як фарысей, который гаворыць, кленчыць у лаўцы і гаворыць: «Боженька, добра, што я не гэты мытнік, который там увайшоў, што я даю даніну, даю тое, што я тое, добра, што я такі хорошы чалавек, добра, што ты мне такім сотварыў». Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община «Мужчины Святого Иосифа» хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом! А пытанне першае, мужчынскае станаўленне ў Святым Пісанні, якім Бог нас сотварыў. Якім чалавекам мяне Бог сотварыў? І на гэтае пытанне все-таки стоит мне ответить сёння. Як бы не хацеў я, якімі мяне Бог сотварыў. І у гэтым сённяшнім уводзе на сённяшні дзень, то я сказаў такую рэч, што часамі чалавек, который дакранаецца граху і ўваходзіць у грэх, то ён в барацьбе з грехом наступае такі момент у духовай барацьбе, особенно экзарцысты это могуць пацвердзіць, калі чалавек начинае верыць, што я такі ёсць, я себе не паменяю. Я, например, злы, чи я, например, ленивый, я, например, пьющий, я, например, сварливый, я, например, гонорливый, я, например, не знаю, там, яшчэ якія другие грехи, да, неверный. Я уже такі ёсць. Я так живу 20 годов, 15 годов, ну я уже такі ёсць. Проблема в том, что Бог меня таким не создал. Бог создал мою душу, и треба вернуться нам
на пачатак святого Пісання, калі Бог сатварыў мужчыну і жанчыну. Бог создаў, і варта сёння узглянуць на гэты фрагмент, на пачатак святого Пісання, Бог создаў мужчыну і жанчыну на сваё падабенства. А Бог святы, чысты і невінны. І всех нас Бог создаў святымі. И мы были святыми. Только потом, на протяжении нашей жизни, мы собираем грехи. Мы собираем недосконалость, плохие привычки, але мы такими не были. Это мы самые себя такими зробили. Бог нас сотворил святыми, чистыми и невинными. И тому, как первую рэч, которую мы бы не позволили себе уговорить, каб в это поверить, что хоча злый дух, что мы з'являемся людьми дрэнными. Не-а. Что мы уже такие. Не-а. Мы не такие. Мы такими бы привыкли быть. Но такими на початку мы не были. Бо Бог создал нас святыми и чистыми. И Адам и Ева были святые и чистые. И только яны учинили себе, бо вошли у грех, и себе такими учинили. Адам учинил себе таким. С первым грехом гордыни, что хотел быть так, как Бог, познать добро и зло. Але Бог его такого не создал. И Он сам себе таким учинил. И как мы увидели, что никто другий не поменяет, как мы себя поменяем. Вот мы самые себя учинили такими, и мы самые можем себе поменять. И теперь, как мы убачили, что я зробил с той святостью, что она у меня есть, эта святость, якую Бог мне дал на початку створения. Ці я щось змінив, чи я щось адмінив, чи я якія привички собі набрав, портфель жизненный, і йду за тим портфелем і кричу, это уже мой портфель. Але на початку этот портфель не був моїм. Чи я збираю і говорю, я уже такі. Ти не такі. Ти себе на сьогоднішній день таким зробив, але це не означає, що ти завтра будеш таким. Бог сотворив нас на падабенства. І у гэтым павінна у гэтым адкрыццю падабенства і станаўленню перад Богом мы, кожны з нас павінен адкрыць смысл сваёй жизни. І то можа быць складана, то можа быць так грандиозна названа, сэнс свайго жыцця. Бо калі мы узглянем, для чего я живу, и кто-то из вас, первая реакция человека якая? Для чего я живу? Ну, то смысл жизни. Кто скажет, что семья, дети, будущее, работа, учеба, перспектива, кто-то может дом построить, машину купить, не знаю, здоровым быть, богатым, счастливым быть, счастье, как я понимаю, например, да. И маем свои, не? Мы можем сказать, этот смысл моей жизни. Только поглядите, в чем смысл моей жизни? Помню, если кто-то мне скажет, что в доме, дом может сгореть, а я дальше буду жить. Кто-то скажет здоровье, ну, я могу заболеть, але дальше я живу. Кто-то скажет дети, семья, родные, близкие. Помню, такую ситуацию то з Гродно было. Не буду говорить год, але под Гродно была, бо грозненские знают, это был такий громкая ситуация была. Под Гродно на М6 разбился, ехал батька с двумя сынами. И они все были врачами. Батька был профессором, и один сын имел 32 года, а второй 27. И один и второй были врачами, ехали с Минска с конференции каких-то тут.
И возвращаясь з Минска, с этой конференции, вечером поздно, темно уже было, prawie ночью, яны попали под Гродно в аварию, во время якой яны разбились все на смерть. И похороны были у францишканов, тяжкие похороны, 3 трумы были. Сыны не имели детей, имели девчат, не были женатыми, не имели своих семей, эти сыновья. И были 3 трумы. И над этими трумнами стояла этих детей мама и жонка этого мужа. И похороны были вельми тяжкими, эмоционально. І після похорон эта женщина подошла і говорить, що немає смисла життя. Нема для чого жити. Що вони внуків, так чекали внуків, шикувалися до шлюба. Все добре було, забезпечені, здорові. А теперь она все потеряла. И немая, зачем жить? И тогда, после разговора, то я попросил ее, чтобы она приходила каждый день в костел вечером, молилась. И у францишканов в Гродно есть образ Матери Божией Ангельской. Я говорю, приходите перед этот образ, и каждый день перед мшой чи после мши молиться за своих детей, за мужа и за себя. И сказал такую вещь, что «Яна вас пойме, и вам легче будет это принять, бо Матерь Божия сама потеряла всех. И святого Юзефа, и одиного сына. Ваша боль ей знакома». И она ходила каждый день до 30 дней. И когда были 30 дней, после 30 дней она подошла, и мы опять разговаривали с нею. И она говорит, знаете, я когда поховала мужа и детей после похорон, я постановила, что я постараюсь 30 дней, то дожить до 30 дней. После 30 дней я поставлю памятник сразу после их. И у меня были планы, и я долго этого плана держался, что я совершу самоубийство. Бо я не видела смысла жизни. Але в той момент, когда я приходила до Матери Божией, там уже, говорят, какие-то там дни и так далее были, то я поняла, потому что я сосредоточился, что я одна, все, нема смысла жить, бо я одна тут. И в этот момент, в этих своих молитвах я поняла, что нет, я не одна, что еще есть Бог рядом меня, и Он меня слышит. Из-за этого зрозумела, что я не одна тут, что Он рядом. И благодаря этому я не совершила самоубийство. Я далее живу и буду жить. И суть в том, что если кто-то говорит, что смысл жизни – это дети и дом, жена чи муж, то это тоже можно потерять. Это не смысл нашей жизни. Бо мы это потеряем и дальше живем. Не? В чем смысл нашей жизни? Ответьте себе. А он простий смысл. Ми комплікуємо собі життя моцно, але смисл нашої життя він простий очень. Бо ми так смотрим на семья, дети, работа. Это все важно, но это не является, как мы правильно разумели, это не является смыслом нашей жизни. Что вся семья, работа, все справы не должны строиться на смысле и подчиняться смыслу. А смысл нашей жизни, он простой, мы находим его в Святом Писании.
Каждый из нас рождается, чтобы умереть. И в этом наш смысл жизни. Мы родились, чтобы умереть. Умирая, мы рождаемся в вечности. И смысл нашей жизни — мы родились тут, на земле, чтобы родиться в вечности. И этот смысл жизни, независимо или мы про это думаем или нет, но каждый день мы приближаемся к нему, к исполнению этого смысла нашей жизни. Мы можем про это забыть, жить своей жизнью выдуманной, про это не думать, это отодвигать. Но поглядите, верните себе детство. Молодость некоторые. Уже не вернешь. Оно прошло. И оно больше не повторится. Нет? И тут есть ценность нашей жизни. Да? Что наша жизнь-то началась, и мы ее проживаем. Из-за этого, когда кто-то там может говорить, да, что пациенты, и про госпис, когда мы говорили, что они там в тяжелой ситуации и так далее. Да, но в некоторых ситуациях они лучше, чем мы. Они знают, когда они умрут. Плюс-минус. И смотрите, и теперь вот что важное. Если бы сказать для каждого из нас, вот можете себе задать вопрос. У тебя осталось 3 дня. Что бы ты сделал? Варто подумать про это. Что бы ты сделал? Да? Почему про это я говорю? Потому что прошлое мы не поменяем, и мы не вернемся в прошлое. Будущее неизвестно, или наступит. У нас только есть настоящее. Но когда-то настоящее, сегодняшний день, станет для нас последним. И когда человек про это не думая, чтобы про это стоит думать не для того, чтобы упадать в отчаяние, не, а для того, чтобы ценить свою жизнь. Но когда мы начинаем ценить свою жизнь, мы начинаем ценить жизнь другого человека, который возле нас. И когда мы начинаем ценить свою жизнь, свое время тут на земле, начинаем ценить, то мы совсем по-другому живем. Почему на похоронах, особенно родителей, дети начинают плакать, что недолюбили, что что-то не сделали, не успели, не досказали, не дообняли и так далее, и так далее. Ну да. И могут эти люди спрашивать меня, ну а что сделать? Я говорю, ничего. Я время назад не верну. Вам придется жить с этой болью. Я не поменяю вашу жизнь. Просить прощения можно. Ну, не вернешь последствия. Да. Да, можно сказать, но не исправишь этого. Ходячи в этом году по Коляде, была такая семья, 3 года. Я им предлагал, это старейшие люди, предлагал им, как яны взяли шлюб. Не. И они договорились, и они переехали с Минска. Как-то так не было тут такого времени, и вернулись в родительский дом, там, возле Ивенца. И когда я говорил, то они, да, давайте летом, мы уже договаривались первый раз, будет летом тепло, дети за границей, приедут дети и так далее. Вхожу 2-й год, да, мы планируем летом, в прошлое лето как-то мы хворели, что-то не то было, да, не успели. В этом году хожу, и уже мужа нету. Не? И уже ничего не говорил, а она, наконец, жена говорит, ну вы, начиная плакать, говорить, ну вы нам говорили. И что мне теперь сделать? Но мы не взяли шлюб, и он всю жизнь не посповедавшийся. Как ему помочь? Чи есть возможность взять как-то по-другому шлюб? Я говорю, нет. Ну что мне теперь сделать? Ну, можете, молиться треба, не? Ну, але как точно знать, что он не будет отвечать за то, что не взял шлюб, и за эти грехи, которые не.
Бо мне эта сознательность, что мы не взяли, мы так откладывали, это моя ответственность тоже. С этим надо будет жить всю жизнь. Я не верну, Ніхто, Бог не зробить так тоже и вам, в вашей жизни. Оба, и на 5 лет вы вернулись и поменяли ситуацию. Не? Нет. Не поменяем мы прошлого. Самое важное, как мы настоящее, живучи тут на земле, сегодня строили и на самом деле ценили время, которое мы имеем, жизнь, которую Бог нам дал. Бо это дар. Наша жизнь – это великий дар. Бог нас сотворил. И теперь Бог нас сотворил святыми, чистыми. И варто узгадывать это. И теперь, как мы видели, время, что мы должны вернуть себе эту святость и стать теми, некоторыми людьми, не такими, которых мы сами себе выдумали, альбо зробили, альбо с нас общество, например, что-то накидало нам, образ, какими мы должны быть, али вернуться до того образа, который Бог сотворил в нас, не? Который Бог нам дал. Якими Бог. Бо проблема в чем? Что человек часами может вот так жить, да, и вот задуматься про свою жизнь, просто жить. А вы знаете, что каждого из вас хотел Бог. И он не ошибся. И он сотворил каждого из вас такими, яких он хотел. И он не взял шаблон на фабрике, в которой бутылки формы отливают, не? Штампуют. И он каждого из вас сотворил, каждого из нас. И он каждого из нас хотел в конкретное время, как мы жили. В конкретном месте. И он послал нас. И это не какой-то припадок, что так случайно произошло, лотерею кто-то выиграл. Нет? Бог хотел нас. И мы имеем себе огромную вартость не из-за того, что я маю образование, чи я его не маю образования, чи я директор, чи я подчиненный. Не в этом твоя вартость. Вартость, кто тебе создал, кто тебе дал жизнь, конкретно от тебя. Бо Бог тебе конкретно сотворил таким, и Он не ошибается. Он тебе хотел такого. В конкретное время, в конкретном месте. А Бог не ошибается. Нет? И Он нас сотворил. И тому, как мы видели смысл нашей жизни, и этому смыслу мы подчиняли нашу жизнь, что мы рождаемся, чтобы умереть. Умираем, как проводиться в вечности. И умирание – это экзамен. Со смертью очень часто сталкиваются. И с умиранием больше сталкиваются. Со смертью тоже, будто мертвого человека несут в костел. Але с умиранием сталкиваются. И очень отличается смерть человека верующего от человека неверующего. Очень сильно. Бо смерть – это увенчание жизни человека тут на земле. Это увенчание жизни его здесь на земле. И к смерти мы маленькими шагами идем всю жизнь. Не? Мы готовимся до ее. Из-за этого, как человек прожил эту жизнь, так он и помирает. И сильно отличается смерть, вот когда человек верующий, когда человек уходит и отпускает эту жизнь с верой. И он в спокойствии, и он может быть в агонии, але он в спокойствии, и он в доверу до Бога это чинить. Не? Хуже, когда человек неверующий. Тогда у человека начинается большое-большое волнение и момент, когда он начинает цепляться за каждую возможность жить.
И тогда эта агония, она у него сильно продолжается. И иногда надо взять просто руку человека и сказать: не бойся, отпускай. И на твои слова человек умирает. Из-за этого, как мы осознавали, что нас ждет вечность. И нас Бог создал не для того, как мы жили ту вечно на земле, а лишь чтобы мы жили в вечности, и как мы умели взглядывать на эту вечность, видеть, куда наша жизнь идет, не к чему она стремится, и кем мы являемся. Из-за этого это становление перед обличием Бога, оно наступает тогда, когда человек осознает, кто таки Бог, кем Он для него является. И Он является нашим Отцом и нашим Творцом. Из-за этого становления, перед кем я становлюсь? Я становлюсь перед тем, кто меня сотворил, кто меня откупил и кто мне дал жизнь. И с кем моя жизнь, до встречи с кем она стремится. Как это мы видели.